Стараюсь. Для жизни я стараюсь. Я по помойкам не лажу, вот честно говоря. Я лучше попрошу у человека, ну, рубль кто-то даст, там, 50 грамм. Игорь Высоцкий, специалист проходчик, приехал в Таджикистан с семьей в 80-е годы возводить союзную стройку, Рагунскую ГЭС. В 98-м, находясь в Узбекистане, он по неосторожности убил своего знакомого, за что был осужден на 10 лет. Отбыв срок заключения, он вернулся в Таджикистан, где его уже никто не ждал. Жена нашла себе другого мужа, а выросшие дети уехали в Россию. Служебную квартиру забрали. Вот уже 8 лет он живет на улице, но при этом отличается от других бомжей. Держится подальше от свалок, чтобы не заболеть, и в силу возможностей следить за собой. Я вот смотрю на некоторых тоже. Молодые, здоровые ребята. Ну идите работайте, есть же работа, есть. Я инвалид, коллега. Мне куда работать, правильно? Мне приходится побираться, ёпта. Работу Игорь Викторович даже не пытается найти. Он говорит, что 60-летний инвалид без прописки, отсидевший в тюрьме, никому не нужен. А идти в дом-интернат он не хочет, как, впрочем, и большинство бездомных, потому что в таких учреждениях им не разрешают выпивать, своевольничать, уходить и приходить, когда захочется. Выпиваю, да, но я не валяюсь, честно говоря. Ну, выпиваю. На 2-3 рубля вот я выпью, все. 100-150 грамм водки. А мне больше не надо. Каждый день Игорь Высоцкий проходит несколько десятков километров. В столице есть благотворительные столовые для бедняков и бездомных, и он курсирует между ними. Несколько раз в неделю Игорь Викторович ходит на озеро, расположенное в центре столицы, чтобы искупаться и постирать свою одежду, что возможно только с конца апреля до середины октября, когда озеро наполнено водой. Зимой он ходит в специальные центры для бездомных. Вот это место стираюсь, купаюсь, вот на веточке вешаю. Ну где-то час я жду, пока все подсохнет, одеваюсь и потихоньку пешком. Большую часть дня Игорь Высоцкий просит милостыню в парке неподалеку от крупного торгового центра. Здесь многолюдно практически весь день и неплохо подают. Иногда дают хлеб, пирожки, вареные яйца и продукты. Он не отказывается ни от чего. Попрошайничаю, как говорится, годую. Ну, по-разному. День густо, день пусто. Ну, меньше 20 нету в день. Но мне не без добрых людей, люди дают. На хлеб хватает. Несмотря на то, что Игорь Викторович живет на улице уже давно, он не теряет надежду, что его взрослые дети, 3 дочери и сын, когда-нибудь вспомнят об отце и заберут его с собой. Нужен я им, не нужен. Ну, я так понимаю, если мы, родители, нужны детям, да, они сами должны найти нас. Тем более они знают, что я здесь, я бедствую. Ну, помощь какую-то. Ну, от детей хотя бы какая-то ласка должна. Сколько я их растил, выращивал. Я на 2 работах работал. Тянулся. А теперь я не нужен стал. Хай, может, дойдет до них. Спит Игорь Высоцкий здесь же в парке, на газоне. Стелит пустой мешок и накрывается курткой. В дождь или зимой он ищет подвалы и подъезды, стараясь найти местечко потеплее. Самое страшное в этой жизни для него холодная зима, которая каждый год может стать для него последней. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.